Дорогие зрители, именно здесь, у стен Сухумской крепости, мы запускаем второй сезон нашего телевизионного проекта «Культурный перекресток». И не случайно оно будет проходить на территории исторического заповедника Сухумская крепость, где 2500-летняя история города Сухума начинается отсюда. Второй сезон «Культурного перекрестка» будет посвящен нематериальной культуре, сохранению историко-культурного наследия. А сегодня мы поговорим о том, как музыкальное и театральное искусство способствует сохранению, популяризации и дарит новую жизнь культурным пространствам. Ну что ж, пойдем? Все, пойдем. Да. И начинаем мы второй цикл «Перекрестка» именно в помещении историко-архитектурного заповедника Сухумская крепость, в котором много лет назад была феерическая постановка Медеи. И, собственно, я сейчас не о постановке, а о том, что заповедник был в ужасном состоянии. Тут был жуткий мусор, не было заборов. Но как только Хибла Герзмала сказала, что она хочет вот здесь, потому что это античный город, здесь могла быть Медея реально находиться на обратном пути из Колхиды. И тут в течение месяца буквально стало замечательное место, его привели в порядок, а потом уже он стал сам работать. Тут недавно прошла безумная выставка, 15 дней вся Абхазия посещала, и мы благодарны Хибле за то, что вот я хочу сказать, где ступает ее нога, там что-то восстанавливается, что-то создается, что-то делает. И, собственно, мы хотим поговорить немножко сегодня об этом, куда будут дальше ваши движения, но это уже следующий вопрос. Мои дорогие, добрый день. Я абсолютно счастлива, что я нахожусь в таком красивом помещении. Я даже не знала, что это так красиво смотрится. Ну, просто очень антично. Чувствую себя снова Медеей. И хочется, конечно, я бы сейчас, конечно, спела какую-нибудь, наверное, ее первую арию или тот дуэт, после чего начался дикий ливень. Но будем считать, что та Медея, ну, она в любом случае исторически уже создана. И мне кажется, очень важно было, что мы тогда все-таки ее привезли с театром Станиславского, Немировича Данченко, и что весь театр приехал с декорациями. И моему шефу, конечно, он был в полном восторге, что мы можем притронуться к этим камням, и что наша нога ступала вот вблизь вообще этой истории, потому что это действительно была колоссальная история для театра Станиславского Немировича Данченко. Для меня лично моя история дальше пошла. Моя история всегда как-то куда-то двигается, поэтому я абсолютно счастлива, что мы здесь сделали вот такой абсолютно масштабный проект, и я вам очень еще раз благодарна, потому что поднять такой проект, конечно, и мы еще поговорим о том, кто нам помогал и без кого бы мы не стали бы это делать, но я всегда все помню, и я абсолютно счастлива, что свою царицу Медею я все-таки привезла сюда, и мне было очень приятно. Ну, ее вот обмыл ливень, так скажем, это мы тоже помним, вот, и пусть это будет так. Тут много стихий было. Во-первых, Медея сама по себе стихия, которая сюда пришла. Потом этот памятник, на котором 2500 лет развивалась жизнь, тут были трагические события. И стихия сама Хибла, которая приехала в образе Медеи. И я думаю, что было бы скучно, если бы все закончилось просто вторым отделением. И это самое. Мне кажется, что феноменально там было то, что люди 3-4 часа под дождем по колено в воде пробирались к театру, где ты все-таки завершила концерт, сделала. И я помню, там и президент, тогда был Рауль Джумкович Хаджимба, 3 часа сидел под дождем, чтобы вот мы мокрые вышли. Это очень важно для нас, потому что это вот такой был всплеск чего-то.
Очень многие говорили, что нельзя это делать на Сухумской крепости, но это могла только ты сделать. Это ты могла открыть вот эту площадку для других. Это все-таки тут должна быть культурная площадка. Это вот ее историческая культурная площадка. Мы тебе за это благодарны. Спасибо вам большое, что вы тогда провели колоссальную работу, конечно. Здесь это все было запущено, и как это все было вычищено и почищено, и какая была возможность сделать здесь партер, Да. который привез Николай Владимирович Ачба. Ой. Античный театр. Античный такой, да. театр, партер, амфитеатр и сцену. Но это было, я считаю, что это было уникально. Мне кажется, но я в этом абсолютно уверена, что есть такие места в Абхазии, которые можно отмолить, и которые намолены уже, и где можно делать колоссальные проекты. Вот, Хибла, как раз мы хотели поговорить об этом. Так. Это интересно, потому что когда вы приехали тогда первый раз и увидели эту территорию, тогда еще не огороженную, так скажем, и не облагороженную, но вы сразу увидели как новое культурное пространство, да? И Медея, у которой была такая, это звездное небо, это такая вот художественная, и что-то было разлито в воздухе, да, такая декорация была совершенно фантастическая. Вот именно декорация. Да, живая. А как вы думаете, где еще в Абхазии можно сделать подобную историю, да? И думаете ли вы в рамках фестиваля что-то такое сделать? Ой, у меня грандиозные планы, и мне очень хочется, конечно, чтобы они состоялись. Но пока у нас все идет очень хорошо, и по плану пока у нас все получается. Все это, конечно, упирается в огромные материальные возможности. И слава Богу, что нашу страну любят. И, конечно же, российская сторона, она нам очень помогает. И вот та помощь, которая действительно неотъемлемая часть нашего фестиваля, я надеюсь, что она дальше будет продолжаться. У меня есть несколько проектов, и я, конечно, бы не очень хотела бы сейчас про них говорить, потому что как-то они немножечко, я хочу их немножко припрятать, знаете, для того, чтобы еще проработать это все, отмолить это все. Но номером один стоит Бедийский храм. Я мечтаю там сделать огромный хоровой концерт. Я могу туда привезти орган, который можно перевозить. Есть такой малый орган, я его называю. И мне кажется, что это очень сильно. И мне кажется, что для Абхазии это будет очень значимо. И я уверена, что у нас есть возможность привезти туда несколько программ. Такие песнопения, орган, хор, многоголосие, быть может, какие-то дуэты, но я бы хотела, чтобы звучали голоса, потому что когда мы писали вот то кино, клип на песню «Абхазия моя», мне казалось, что вот этот воздух, вот этот объем, который я испытывала там тогда, это было уникально. Это, конечно, колоссальное место. Очень хочется, чтобы туда люди поехали. Мне очень хочется, чтобы там проложили такую маломальскую хорошую дорожку, чтобы люди могли ездить туда, и чтобы мы могли каждый год на фестивале давать людям какую-то интересную программу. Всегда разную, быть может. Построить. Там очень хочется сделать все, чтобы это было античным таким, чтобы это было именно ничего не сломать, вплоть до того, что просто какие-то рейки поставить, сделать какую-то маленькую сценку, но чтобы это была природа, чтобы это были люди. И вполне может быть, что тот вариант, который есть в европейских, например, фестивалях, когда люди могут на травке посидеть, когда есть какие-то мягкие какие-то штучки, подушечки, когда можно просто сесть, подышать, а потом в перерыве попросить Николая Владимировича Ачба, чтобы он всем налил прекрасного бокала красивого, вкусного красного вина, например. И чтобы люди могли посмотреть на Бедийский храм, помолиться и сказать: Господи, спасибо большое, что у нас есть такая возможность.
и мы можем у этого храма послушать. Вот. Есть, конечно, и Пицунский храм, есть еще в Пицунде пару мест, где бы я хотела сделать более камерные, где я с удовольствием поставила бы рояль в траве, например, и в соснах сидели бы люди на скамеечках и слушали бы, например, Дениса Мацуева или там Николая Луганского, или там нового лауреата конкурса Чайковского. То есть у меня вот громадные какие-то планы. Я очень надеюсь, что вот то, что я придумываю, то, что у меня есть желание придумывать для этой страны, потому что мне кажется, что здесь живут люди, которые абсолютно достойны, и эта земля, она достойна, чтобы впитывать вот ту музыку, которую не каждый день можно сюда привезти. Вот. Ну, Хибла, вы с таким уважением относитесь к зрителю, потому что всегда какая-то очень изысканная программа каждый год и очень сложная. Могли бы пойти по легкому, более пути, наверное, потому что это сложно. Но вот я хотела вот у Ираклия Ревазовича спросить. 21-й фестиваль открылся на днях. И как вы считаете, вот 21 год, фестиваль можно провести год, второй, третий, но проводить его ежегодно и держать его на такой самой высокой точке напряжения, да, и качество высочайшее, очень сложно. Как это в целом повлияло не только на нашу культуру, но и на общественную жизнь, на сознание в целом? Ну, на самом деле, вот то, о чем мы сейчас говорили, это ключевая вещь. То, что Хибла относится к Абхазии и к народу нашему настолько трепетно и настолько вот как бы с верой в великое будущее наше, что ее воздействие на Абхазию, на наших людей носит вот такой возвышающий, облагораживающий характер. Потому что все, что она делает, это помогает нашим людям становиться лучше, просвещает их, образовывает, приобщает к высочайшим образцам мирового искусства, культуры. Даже в этом году исполнить в полном объеме оперу «Тоска» для людей, для всех, у кого было желание это послушать. Там больше 1500 человек присутствовало в этом пространстве открытом. И представляете, кого-то это может изменить, кого-то это может заставить задуматься о чем-то другом, нежели вот наша обыденная жизнь, которая нас всегда вот как-то, знаете, утяжеляет, опошляет во многом, не дает развиваться, не дает думать о чем-то другом, не дает думать о перспективах. И само по себе я верю в то, что искусство, оно способно изменить человека. Способно, да, есть разные точки зрения на этот счет, но я в этом абсолютно убежден, потому что человек — это энергетическая структура, и когда ты воздействуешь правильной энергией, а артисты, такие великие артисты, как Хибла, это всегда такой, знаете, вот я это вижу, я это чувствую, такой сгусток мощной энергии, которая выходит на сцену и воздействует на всех, кто ее слушает, кто ее видит, то это, конечно, великое дело. А фестиваль — это сегодня лицо нашей страны, это на самом деле то, что помогает нам сегодня быть теми, кем мы являемся, то, что очень часто просто, компенсирует какие-то наши недостатки восприятия Абхазии, скажем, во внешнем мире, потому что все знают Хиблу Герзмава в России, если даже мы, театр, приезжаем куда-то, когда Абхазия возникает, разговор об Абхазии, кого вспоминают? Хиблу Герзмава. Хибла Герзмава — это вот Абхазия сегодня. Это как Белинский говорил, что русская литература — это лучшее лицо России, вот он говорил, в XIX веке. Вот сегодня Хибла Герзмава — это лицо Абхазии, то она создает образ нашей страны, правильный образ нашей страны. А сам фестиваль, я помню прекрасно, когда была «Летучая мышь» в Абхазском театре, еще до ремонта, еще там было практически никаких условий. Я помню, я сижу, я смотрю на сцену, я, конечно, понимаю, что происходит что-то необыкновенное. Это было не только в плане вот того, что это были замечательные артисты, которые пели и все остальное, но Хибла тогда еще, она умудрилась сделать так, что, я помню, в финале посыпался снег, снегов, потому что этого
просто даже, я не понимаю, откуда такие технические возможности можно было тогда найти, но она всегда умела и умеет преодолевать все сложности. Она задает тон, она задает стандарты. Вот ее фестиваль — это те высокие стандарты, которым мы все стараемся следовать и уже как бы в нашей деятельности, потому что мы учимся, все должны учиться у этого на самом деле. И когда мы говорим о признании, вот как раз 26 августа, в день признания Абхазии, Хибла выступила с Тоской. Признание Абхазии, я всегда это говорил и повторю сейчас, оно началось с фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Потому что к нам сюда, еще до того, как Абхазия была признана, приезжали такие люди, такого уровня, которым в мыслях и в голову бы не пришло приехать в Абхазию, которая тогда еще была малоизвестна, что это какая-то конфликтная зона, там черная дыра, там преступность, там непонятно что. И тут приезжают великие артисты с мировой репутацией сюда, в Абхазию. Представляете, какое это значение имело, в том числе политическое значение. Это нельзя забывать, это надо понимать. И вот за эти годы фестиваль, конечно, вот он стал частью нашей жизни. Мы уже не представляем себе нашу жизнь. Ну да, мы живем в ожидании. Мы живем в ожидании фестиваля, и все, что может каким-то образом копировать или там, не знаю, какие-то альтернативы, которые могут быть, они все равно не могут заменить этот фестиваль. Ничто это не может заменить, потому что он связан с именем Хиблы. И это всегда самый высокий стандарт. А стандарты — это то, что помогает развиваться. Всегда, и когда есть высокий стандарт, это то, что подтягивает все остальное уже к этому уровню. Я все время, когда Хибла обычно в конце фестиваля, в начале обращается к зрителям, она так мило говорит: «Мой народ». Вы знаете, я верю в то, что она действительно говорит «мой народ», и народ радуется тому, что он является ее народом. Очень сложно себе представить в этой стране, что кто-то мог бы это говорить «мой народ», и это кого-то не раздражало. Единицы в Абхазии в истории последних 40 лет, скажем так, есть те, которые имеют право это говорить. Ты это делаешь просто вот... Мамочка, но в связи с этим... Я надеюсь, что это звучит очень тактично с моей... Очень. Потому что вот Ираклий сказал ключевую фразу, и ты до этого сказала слово «антично», я хотел бы вернуться к этому. На самом деле Абхазия — страна с огромными традициями, многотысячелетняя история. Я сейчас не буду входить в палеолит, но вот то, что формировало наш этнос, это последние 2-2,5 тысячи лет. У нас огромное количество мест, полян, святынь, вот где все это можно делать. И потом ты говорил о беде. Я помню, года 4 назад мы планировали там что-то сделать. У меня был свой 2 интереса прагматических. Послушать тебя в беде, где неземная просто атмосфера, красота. Ты вот... И с другой стороны, я абсолютно был тогда уверен, и сейчас уверен, что если ты захочешь там побывать, то он будет восстановлен. Он нуждается в маленьком внимании к себе людей, властей. Кроме тебя это никто не может сделать. Я абсолютно... Если проект реставрации, если какие-то идеи, но ничего не делать. Может быть, я маленький вопрос. Ираклий, а вот театр... Вот я помню, Абхазский театр раньше выезжал, и они как античные традиции, прямо на поляне играли, люди слушали. Русский театр планирует что-нибудь на объектах культурного наследия, там, где, собственно, идет история, вот, например, по Баграту Шинкуба у вас замечательный, он такой небольшой спектакль. У вас была еще электро. Не хотите вы использовать какие-то площадки Абхазии, чтобы сделать, во-первых, театр частью абхазской жизни, и чтобы вот эти, как бы, казалось бы, так, окаменевшие памятники сделать живыми свидетелями истории нашей? Я думаю, что театр уже является частью абхазской жизни. 35 тысяч граждан Абхазии именно посещает нас за 9 месяцев. Так что, но то, что вот связано именно с... Знаете, вот это я называю воспроизводство мифа. В том пространстве, где те события, значит, разворачивались. Вот то, что было здесь,
И, кстати, хорошо, наверное, что тогда действительно Медея не была как бы завершена именно здесь, на этой площадке, потому что миф, он не может завершиться, он всегда имеет продолжение, в том числе продолжение в реальной жизни. Вообще миф — это больше, чем... Это не выдумка, это и есть реальность. Тем более судьба Медеи нам неизвестна, кстати. Вот если, то, собственно, из мифологии. Судьба Иссона известна. Он погиб, обрушилась корма судна этого Арго, и он, значит, был погребен. Медея не улетела. На самом деле, всё. Медея судьба нам неизвестна. начало истории хорошо прописано, загадка. концовка Кстати, плохо. Ватал Самсонович, это, извини, Ираклия, я перебила, но эта история обрастает тоже своими мифами, Да. с Медеей. Да. И нам рассказали, что утром в Пицунде средь бела дня какой-то вот стихийный ветер закрутился у памятника Медеи. На берегу. Я слышала про это. Да, и вот такой вот, ну, может, смерч или такой сгусток воздуха направился в сторону моря. И вот здесь была Медея, и Вот ты мы- говоришь о том, что дальнейшее движение мифа Дальнейшее произошло. движение. И вот, кстати, мне очень умные люди говорили, доктора наук, что действительно воспроизводство мифа на тех вот топосах, в тех местах, где это происходило, всегда, особенно когда это происходит людьми энергетически мощными, это всегда вызывает какие-то кипения страстей. В данном случае античных страстей. Вот мы получили наконец. Не вот только это. катарсис. Да. В общем, я потому что- должна была быть немножко поспокойнее. Нет, насчет этого. это на самом деле, вот ведь это событие, оно уже в истории, абсолютно в Это истории, правда. оно определяет Это уже правда. даже наше сознание в каком-то Ну вот смысле. для себя ты И вот- видишь какие-то и для себя площадки? вижу, вот мы сыграли наш спектакль «Электро» в античном тоже городище в Крыму, в Керчи, столице древнего Боспорского царства. С колоссальным успехом. Да, с большим успехом на 1000 человек, хотя мы этот спектакль играем на 80 человек у нас в театре. Он раскрылся. Он да? раскрылся, это было небо, тоже звездное, была луна, был ветер, вдруг поднялся какой-то ветер сумасшедший. Художественное чудо эти произошло. развивались одежды, это Ну, было у вас очень одежда, красиво. но у вас в спектакле прекрасные одежды, Да. которые должны развиваться. должны Быть развиваться. может, специально для этого. Я и думаю, было что вот что-то создано. там вот произошло. Что И же мы есть думаем- такие вот и места? мы думаем, кстати, этот спектакль сыграть тоже в пространстве, может быть, и Сухумской крепости. Мы бы с удовольствием это сделали. И это, мне кажется, неплохая идея на самом деле. Неплохая идея. Но меня тогда многие ругали, говорили, что здесь вообще нельзя ничего делать, не то что играть и петь, а в принципе нужно просто забросить это место, чтобы оно обросло травой, и чтобы вот осталось, чтобы оно осталось вот так, как природа, да, сейчас бушует. Но мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что как раз такие исторические места в Абхазии, они как раз должны жить именно в нашем обществе, именно в наше поколение, потому что мы не знаем, что будет дальше. Для того, чтобы следующее поколение поняли, что здесь можно что-то сделать, а может быть в другом месте тоже, им надо это показать. И мне кажется, что как раз мы театральные и люди искусства, как раз, мне кажется, мы какие-то правильные вещи делаем. А если нас еще поддерживает власть страны, ну это грандиозно, я считаю. Мне кажется, что это такая важная составляющая любой страны. С этим можно пойти вперед, правда? Безусловно. Это как, по-моему, в Гамлете там распалась связь времен, а у нас, наконец, какие-то соединения с прошлым, с теми глубинными культурными пластами, которые на самом деле в общественном сознании потеряны, утеряны. Мы же не мыслим себя вот в такой перспективе с античности, начиная на этой земле, на этой территории. И здесь это произошло соединение. Конечно, возможно, без каких-то вот таких вот каких-то природных явлений подобного рода энергетические вещи не происходят. Но это произошло. И история, она, возможно, даже по-другому после этого стала идти, конечно, разворачиваться. Я абсолютно согласна, Хибла. Вот мы позавчера, когда были в Пицунде, вот у стен храма сидели, слушали божественную музыку. Это вот художественное чудо. Да? Я подумала о том, что Хибла, которая развивалась в этом городе, несомненно, вот эта вся
художественная, архитектурная среда, и это достояние, оно влияет на мировосприятие. Человек формируется совершенно иначе. Конечно. В Москве на одной очень большой площадке была выставка, специально посвящена Пицунде, сочетанию старого и нового города. Это делали два архитектора, которых мы с Эльвирой Анатольевной приглашали. Мы изучали Пицунду, и они сказали, столь уникального города, вот столь уникального сочетания старого и нового мы нигде еще не видели. Оно есть. Вот этот небоскребы, это сосна, это заповедник, храм. И, наверное, неудивительно, что именно в таком странном городе, где вот такое безумное сочетание старого и нового, родилась Хибла Герзмава. И, наверное, не странно, что именно с Пицунды начался вот твой фестиваль. И, наверное, не странно, что ты периодически туда возвращаешься. У меня такой вопрос. Что тебя подпитывает? Что является источниками твоей силы вообще? Вот, то есть... Мне кажется, что вот театральные люди и люди, которые любят искусство, музыку, живопись, все, что связано вообще с искусством, любым, да, любым жанром, мне кажется, вот эти люди, наверное, более глубже могут понять, что такое иметь потребность потрогать старые камни, попеть в них, рядом встать. Вот то, что Эльвира Анатольевна говорила, люди стоя стояли, просто прислонившись к камню. Когда я когда-то придумала этот фестиваль, а до этого я бегала там босиком все детство, у меня была отдельная колонна в храме, и у меня была тетечка там, которая пускала меня туда вовнутрь, и там был фестиваль тогда Лианы Исакадзе, куда приезжали именитые вообще музыканты. И я мечтала, конечно, что я буду петь на сцене храма, и у меня был вот этот закуточек, который я чувствовала спиной, и мне хотелось все время что-то делать. Выступать мне хотелось. Все-таки вот эта, видимо, такая натура музыкальная, она не давала мне покоя. И мне казалось, что тогда, в тот год, когда я придумала этот фестиваль, нам было сильно очень трудно. Это 2001 год был. Это был гала-концерт. Когда я придумала тогда вот эту открытую площадку, и когда я сказала своему другу детства Андрею Дудко, предложила ему, вообще пришла с этим проектом, он сказал, давай сделаем. И я абсолютно в этом убеждена, что люди воспринимают музыку рядом с храмом или рядом с какими-то историческими вещами немного ярче, иначе, да. Немного сильнее, немного жестче, ярче, необыденно. Это, вот понимаете, концертный зал – это как-то мы вот испокон веков, а здесь это не испокон веков. Здесь у нас было новое, и чтобы соткать эту ткань фестиваля и в течение 21 года мы, к сожалению, видите, не смогли каждый год делать открытую площадку, потому что это действительно очень сложно, но я ему очень благодарна, Андрею Дудко, за то, что он когда-то поверил в меня, и мы все-таки сделали вот эту ткань. Люди приходили восторженные, это была отдельная история, люди специально шили наряды. Мы на фестиваль, когда была дикая жара, мы придумывали, чтобы людям было уютно, махровые полотенца ледяные, чтобы можно было из Сухума люди приехали, чтобы они могли, значит, вееры, мы вееры, значит, придумали, водичка, там бокал вина. Мне кажется, что мы живем в таком пространстве и в такое время, когда нам хочется, и у нас есть те люди, которые это ценят. И есть люди, которые придут, и они знают, что они хотят посмотреть. Вот ради этого народа я когда-то придумала это. И, конечно, это в памяти о родителях. И я очень-очень хочу, даже когда меня не будет, чтобы этот фестиваль все-таки был, жил, состоялся, чтобы та молодежь, которая подрастает, чтобы они видели, что так тоже можно. Вот. Хибла, у меня вопрос. Вот, если говорить о таких выдающихся памятников, как и музыкальной, и театральной такой привязки к ним. У вас же очень большая география
гастроли. Какое вот самое яркое впечатление у вас в какой-то европейской стране или еще где-то, где может быть концерт или может быть спектакль был на фоне такого вот полотна? Ну, мы в Вене, в Музикферайне, в этом выдающемся зале, конечно, делали один из концертов в рамках фестиваля, и были прекрасные гости. И люди с таким трепетом восприняли, что это абхазский фестиваль. Ну, во-первых, у нас все в программках написано, и прекрасно люди знают, что это. Есть люди, которые не знают, что это. Есть люди, которые пошли читать, что такое Абхазия, которым стало интересно, что это, почему мы в Музикферайне, почему фестиваль по всему миру живет, и почему в Карнеги, рядом с Метрополитен Опер, мне захотелось все-таки, я ведь, в общем, могла бы просто выйти спеть концерт. Но моя жизнь соткана из любви к моей стране, поэтому и в Карнеги-холл тоже слышали и абхазскую народную, и в программках все это было написано. И часть истории нашей абхазской, она вот географически ездит, и, надеюсь, будет дальше ездить с нашим фестивалем. Конечно, мы сейчас немного закрыты, у нас сейчас очень сложная жизнь, но я надеюсь, что вот тот момент, когда мы можем друг другу сказать, что культура никогда не остановится, и музыка, и жизнь, и музыкальное, и вообще искусство спасет мир, я в это очень верю, я надеюсь, что это у нас будет обязательно в продолжении, мы и это тоже переживем. Вот, и, конечно, я счастлива, что у нас такая географическая история фестиваля. Ну, вообще, мне кажется, что если бы Хибла Герзмава не была музыкантом, не была певицей, то она была бы выдающимся общественным деятелем, может быть, уже давно была бы президентом страны. Знаете почему? Знаете почему? Потому что ты умеешь преодолевать все. То есть, когда планировался вот этот фестиваль в 2001 году, это просто было невозможно себе представить. Мы загашенные, нас не выпускали, не впускали. До этого ты приезжала в филармонию, я помню, когда первый раз после войны тебя услышал, я лично излечился вот именно тогда, когда вы пели солиста. Я плакал, это было что-то. Я вдруг понял, что мы не зря сражались, потому что вот что мы имеем. И вот это самое главное, и ради этого стоило нам дать жизнь. Но когда ты сделала фестиваль вот такой вот с этими полотенцами, я в жизни такой не видел, это холодная вода, это феерически, там подбор музыкантов такой был, я до сих пор, как во сне вижу ваше столкновение с Образцовой на сцене, когда ты ей бус, она себя... Это только Хибла Герзмава может себя вести так на сцене, потому что что-то в тебе есть такое, тебе никто не может сказать нет. И главное, ты всегда знаешь цель, и всегда к ней идешь. Вот скажи мне, вот если оторваться от музыки, чего бы ты хотела добиться вот в Абхазии? Вот, ну, вот, нет, ты ближайшие 20-30 лет поешь. Ну вот, допустим, ты захочешь что-то делать. Что бы ты захотела бы, чтобы в Абхазии вот ты создала, что-то сделала? Вот что, например? Ну, у меня, конечно, грандиозные планы, но я не знаю, как это возможно осуществить. Но мне кажется, очень стыдно до сих пор не иметь концертный зал в Абхазии. Мне кажется, что это первым долгом. И большой концертный зал на 1500 человек, это нужно было сделать еще вчера. Я, конечно, когда-то мечтала сделать маленький уютный оперный театр. У нас есть в Гаграх напротив колоннады прекрасное помещение, которое, в принципе, можно было бы сделать с прекрасными колоннами, можно было бы сделать уютный, роскошный, маленький, такой царский оперный театр, куда бы мы могли приглашать
прекрасных певцов, и не только моих коллег, а вообще людей, которые с удовольствием приехали бы сюда и отдыхать, и поработать. Это как в любом оперном театре или на любой площадке в Европе, когда собираются, например, именитые певцы, собираются просто на месяц. Сделали постановку, сыграли 6-7 спектаклей и разъехались до следующего какого-то контракта. И мне казалось, что вот как раз такая жизнь, она была бы абсолютно приемлема для Абхазии. И мне кажется, что здесь есть все для того, чтобы иметь вот такую театральную жизнь, так скажем. Но концертный зал нам необходим. Но это только ты можешь сделать. Концертный зал, который трансформер, который может быть летним и который вдруг, если накроют, как тогда на Медее нас накрыло, мы могли бы закрыться крышей, и тогда можно было бы доиграть. Это, конечно, мечта, и я надеюсь, что у меня хватит сил что-то сделать для этого. Я не могу обещать, потому что это колоссальный труд, и те мои друзья-меценаты, которые со мной много лет здесь, им надо тоже помочь. То есть это не просто меценатские деньги. Здесь должна быть такая сильная власть и сильная энергия, как говорит Эльвира Анатольевна, чтобы все совпало, так скажем. Вот. Да, можно я вот буквально еще, конечно, вот все-таки это, мне кажется, просто, обязанность, мне кажется, наша вообще страны, то, что обязательно должно быть в Абхазии. У Хиблы Герзмава должен быть вот свой дом здесь, музыкальный, да, то, что называется, где может быть, и это может быть и как вот оперный дом, да, это может образовательная какая-то тоже функция может быть. Вообще представительская, имиджевая, любая. Это вот тоже, мне кажется, вопрос, который должен решаться обязательно. Хибла, я хотела спросить, вот такие молодые, замечательные артисты приехали в рамках 21-го фестиваля. Вот мы смотрели в этот вечер, слушали их, и вот и сегодня у нас молодые артисты что-то создают, начинают свою какую-то творческую историю. Вот какая самая главная черта? Вот что бы вы могли в напутствие сказать, если это одно или два качества каких-то, которых обязательно придерживаться надо в жизни, чтобы идти к этой очень высокой, да, вот такой вот служению очень высокому и не свернуть никуда. Чтобы высокую ноту произнести. Я им говорю только одно, потому что я сама живу так и жила изначально, в начале моей карьеры, в начале моей жизни. Нужно абсолютно любить музыку в себе и абсолютное служение музыке. Никогда не думать сначала о себе, только о музыке. И как только человек понимает, что он растворен в музыке и он любит музыку в себе, а не себя в музыке, это сразу другой трамплин, это сразу другая ситуация жизненная, музыкальная. Вот если они это поймают, они такие все талантливые. Я очень рада, что я привезла лауреатов первого моего международного конкурса именно сюда. У нас огромный тур сейчас по всей стране. Я, конечно, хочу, чтобы их послушали, услышали. И Президентский фонд культурных инициатив, и Министерство культуры, и Росконцерт, конечно, они нам очень помогают. Министр культуры России Ольга Борисовна Любимова, она каждый год присылает нам свое потрясающее теплое приветствие. Мне очень приятно, что она очень любит Абхазию, и она очень болеет за Абхазию. Ей очень хочется, чтобы здесь бурлила и жила вот такая театральная жизнь. И я ей очень-очень благодарна и признательна. В этом году, как и в прошлые годы, Министерство культуры Абхазии рядом с нами. И Даур Вадимович, конечно, колоссальный человек. Он поднял огромный проект, и Сария Маршаня, представитель моего фестиваля, они сделали очень много. Я им очень-очень признательна. Я абсолютно счастлива, что есть такая поддержка. И мне важно было привести их сюда, чтобы мой народ послушал, каких мы ребят отобрали. Потому что, во-первых, они абсолютно влюблены в Абхазию, их принимали прекрасно. И то, что они имели возможность у Пицунского храма
походить, попеть с оркестром изумительным вообще. Московский государственный симфонический оркестр с Антоном Гришаниным, с дирижером Большого театра, репетировать сутками. Мы же в Абхазском театре, спасибо огромное Алхасу Чулоку, они нам столько уюта создали, и наш театр абхазский, он был полностью для нас и в нашем распоряжении. Это, конечно, абсолютное счастье было. Вот. И мы сутками репетировали, и они увидели, что это такое, им приятно было, и я очень рада, что мой народ услышал их, и что они действительно талантливые, и это было видно, и что народ, который пришел, это услышал. И мне очень приятно. Но я помню, на одном фестивале я даже на репетициях был потрясен, как ставить голос, когда ты наших молодых исполнителей вывела на сцену, помогла им стать, и как-то многие из них стали сейчас, сейчас на самом деле, да, работают. Хибла всегда молодым дарованием уделяет внимание. И я, кстати, ребятам, лауреатам конкурса сказал, что вам очень повезло, что вы лауреаты конкурса Хибла Герзмава, потому что это действительно реальная путевка в будущее. Но они счастливы, да. Само открытие конкурса, на каком уровне, какие приветствия от руководства страны, от представителей руководства страны, как это все вот было организовано, на каком это уровне вкуса сделано было, и, конечно, размах, масштаб. То есть это такое событие большого общероссийского масштаба как минимум. Я вам хочу историю рассказать. После конкурса Чайковского, когда я завоевала гран-при, Елена Васильевна Образцова мне отдала свою премию, очень многие не верили в меня. Очень многие вдруг сказали, понятно, прекрасная, талантливая, молодая, музыкант, видно, что очень хвалили меня, но сказали, посмотрим, что будет дальше. И все эти годы, много лет после конкурса Чайковского за мной наблюдали очень пристально, чтобы посмотреть, что все-таки из меня получилось, где я, кто я, зачем я, чем дышу, где пою и что пою, как я развиваюсь, как звучит мой голос, свежо ли он звучит с годами. И людям было интересно, и поэтому конкурс дан для того, чтобы, во-первых, материальная составляющая была прекрасна. Мы им помогли очень материально, потому что ребятки, конечно, молодые, я по себе помню, как все нуждаются. И для того, чтобы выглядеть, для того, чтобы потратить деньги на музыку, как когда-то Лена Васильевна Образцова сказала. Она мне дала свой конверт и сказала, потрать, детка, эти деньги на музыку. И помня это все годы, мне казалось, что очень важно молодым помочь. И поэтому премии у нас огромные, колоссальные. Таких премий нигде нет. И я этим очень горжусь. И мы вложили в эти премии практически все наши деньги. Мы могли что-то где-то вот как-то так поскромнее, а это, мне кажется, очень важно. И последующие премии, когда у молодых ребят есть возможность, ведь в Большом театре, в Мариинском театре, а когда у нас первый гала-концерт был, когда стоит за пультом маэстро Валерий Гергиев, в мое время такого не было, понимаете? Когда маэстро Спиваков может в свое гала взять своих лауреатов, Мариинский театр, Большой театр, театр Станиславского Немировича Данченко, Геликон опера, зал Чайковского, тур огромный по России. Это колоссально. И мы этим занимались очень-очень долго и плодотворно. Несколько человек уже подписали с мировыми агентствами контракт. Они уже мировые звезды скоро будут. И, конечно, очень хочется сюда приезжать и после конкурса, например, где-то быть, какое-то иметь прекрасное помещение для того, чтобы людям тоже будет интересно. Мастер-класс, например. Люди приедут сюда учиться. Я бы с удовольствием приглашала бы прекрасных педагогов сюда. И у нас в рамках фестиваля нашего была бы, например, летняя школа Хиблы Герзмава, куда бы приезжали концертмейстеры. А почему у нас, например, конкурс концертмейстеров и пианистов? Потому что пианистов
пианистов тоже нужно воспитывать, и концертмейстеров тоже. Они должны чувствовать ткань оперную, да, и камерную. И я бы с удовольствием сделала бы какую-то очень масштабную, большую летнюю школу Хибла Герсмава. Да. Я, наверное, вас же не скромно уже говорю, но люди сюда приедут учиться. Да, Люди приедут. на большой мастер-класс месяц, например, или, например, за месяц мало что можно сделать, конечно, вокально, но сделать какой-то масштабный, например, концерт, гала, привести сюда талантливых ребят, лауреатов, которые, например, которых мы выбрали, чтобы они позанимались с прекрасными именитыми, например, педагогами, и сделать потом на всю Абхазию несколько концертов. Хибла, огромное тебе спасибо. Ты фактически вот такой в легкой форме выдала целую государственную концепцию развития культуры, вот хотя бы вот в музыкальной сфере. И я думаю, что умные люди должны просто послушать тебя и какие-то выводы сделать. Ясно, что ты можешь это сделать, но это должны быть институты, структуры, люди, музыкальное сообщество. Но, во всяком случае, зрители твои точно хотят, чтобы это было. И очень важно, чтобы хотя бы часть того, о чем ты говоришь, если будет реализована, я буду считать, что вот я счастлив, я буду иметь возможность посещать какие-то музыкальные площадки, в которых только восторг можно испытывать. Еще раз спасибо вам, дорогие гости. И Хибла, это действительно сегодня тоже произошло какое-то такое вот дежавю, потому что ровно 8 лет назад мы здесь все были. На Медвее. Да, это был 16-й год. Или 7 лет назад. 7 лет назад, да. И вот жизнь такая удивительная, что мы сегодня можем сидеть уже в новом пространстве и вспоминать этот замечательный день. Но мне нравится то, что сегодня мы говорили не только о прошлом, но много говорили о будущем, и будущем хорошем, где есть хорошее качество жизни, где есть место и культуре, и искусству, для какого-то эмоционального, духовного роста человека. Без этого жить действительно невозможно. Поэтому вам спасибо. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что в Абхазии живет, кипит вот такая творческая жизнь. Я абсолютно счастлива, что у нас есть и русский театр. Я очень люблю директора этого театра. И я очень горжусь вами, Ираклий Ревазович, потому что вы, конечно, глыба. И имея имя Фазилия Искандера, вы в полной мере, я считаю, развиваете этот театр и делаете так, чтобы людям было приятно прийти в театр. А я абсолютно горжусь. У вас столько прекрасных названий. Я хочу вам сказать, что люди из России специально приезжают для того, чтобы посмотреть спектакли. Это уже несколько раз я слышала, и мне это очень приятно. И вот те гастроли, которые у вас происходят по России, и мы всегда будем в поддержку. И я счастлива, что у нас Абхазский драматический театр есть, что у нас живет театральная жизнь, кипит. И очень хочется, чтобы музыкальная жизнь, чтобы она была обязательно на уровне, чтобы наши те новые абхазские имена, которые я когда-то собрала, и мы начали, вот Батал Самсонович говорил об этом, чтобы они продолжили это, чтобы они шли вперед. И я что хочу сказать, что искусство в Абхазии, оно может жить, его нужно поддерживать. Как только есть поддержка и любовь к этому виду, то тогда все будет. Я абсолютно счастлива, что у меня есть сегодня такие друзья-меценаты. Андрей Дудко когда-то начал наш фестиваль, и он много-много лет, конечно, это делал. Но Николай Владимирович Ачпа, то, что он когда-то сделал не только в Медее, а вообще, а на стадионе, какой у нас потрясающий был. Это же изумительный был проект. Какая сцена была, свет, звук, ребята, оркестр. У нас прекрасно был гала-концерт и Абдразаков, Ильдар. И я ему очень благодарна, я очень счастлива, что он рядом. Это, конечно, Сава Морозов наших дней. Поэтому я абсолютно благодарна Николаю Владимировичу Ачпа за то, что у него есть любовь к оперному искусству. А вино? А вино какое! Каждый раз он все время меня вот чем-то удивляет. А в этом году было потрясающее вино, одно из. Новый разлив, да, это было очень трогательно, правда. С фотографией, с названием «Дивы», прекрасный букет,
в вине. Спасибо большое, это действительно, они умеют делать подарки. Это очень красиво. Да. Спасибо вам большое, что вы есть, и у вас Вам прекрасная спасибо передача. огромное за Спасибо. то, что нашли время прийти. Хибла, тебе огромное спасибо. После такого безумного марафона фестивального ты нашла время, пришла. Но мы рады, что ты здесь, на крепости, где была Медея. Я еще надеюсь, что ты будешь думать и что-то на этой площадке, что-то античное такое привезешь нам. Будем думать. Спасибо.